Здравствуйте. Здравствуйте. Садитесь. Ильдар Сабитов более 10 лет владеет огнестрельным оружием. Он охотник. Сейчас пришел в управление Росгвардии продлить лицензию. Здесь же ему сообщили об изменениях, которые произошли в законе. Если 5 лет назад, чтобы получить лицензию, он проходил медосмотр, то сейчас его ждет проверка на наличие правонарушений. Закон только недавно появился. Безусловно, ведет к тому, чтобы увеличить безопасность владения оружием и максимально постараться избавить людей с какими-то психическими заболеваниями, с пограничными состояниями. Вот такие прецеденты в Казани, к сожалению, уже были. И чем жестче контроль будет, вероятность подобных инцидентов, я надеюсь, снизится. С этого дня законом установлены дополнительные требования, которые ограничивают получение лицензии на приобретение оружия. В первую очередь это касается лиц, подозреваемых и обвиняемых в совершении умышленного преступления. До истечения 2 лет с момента освобождения от уголовной ответственности судом за совершение умышленного преступления разрешение выдаваться тоже не будет. Еще одна новость. Отныне граждане, решившие приобрести, к примеру, огнестрельное оружие, должны будут проходить не только медкомиссию, но и дополнительную проверку у правоохранительных органов. Если в результате проверки будет вынесено заключение, что гражданин способен перейти грань разумного или опасен, это станет основанием для отказа выдачи лицензии на приобретение оружия. Запрет данный будет действовать в течение 2 лет, после чего гражданину можно будет попробовать пройти проверку снова. Лишать лицензии на оружие будут и водители, остановленных в состоянии наркотического опьянения. Такого пункта в законе еще не было. Не получат лицензии граждане, наказанные за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Им можно будет получить оружие позже. Ограничения таких граждан будут действовать также в течение 2 лет со дня вступления решения суда. Закон запрещает использовать оружие и имеющим снятую или погашенную судимость за незаконный оборот боеприпасов и взрывчатых веществ. Еще одно нововведение ждет впервые получающих лицензию на оружие. С этого дня срок рассмотрения заявления будет составлять 30 рабочих дней, а не 30 календарных, как это было раньше. Данный срок также касается лицензии на коллекционирование оружия и патронов к нему. Сейчас в Татарстане более 43 тысяч владельцев оружия. У них на руках 75 тысяч различных стволов. В прошлом году в обращении с огнестрелом выявлено свыше 2000 нарушений. 500 единиц оружия изъяли. Сирина Сахапова, Вадим Илларионов, ТНВ, Казань.